Я тебе чуть попозже перезвоню, ладно? Да, коней кормлю, так не дают никак тут это. Сейчас 5. Ага. Жеребят продал. 2 было. Ага. Ладно, ага, давай. 10 лет уже в машине. А я держу. Не знаю, мы с Руколой купили ее в 2000 каком же году-то купили, не помню даже. Вот тоже видишь, с такой погодой-то и не видно, куда ехать. Раритет 1972 года выпуска. Этот комбайн всю целину поднял в советское время. И, наверное, его больше всех было выпущено. Очень такой удачный комбайн был сделан в Советском Союзе. Промыло у меня канал сделал, поэтому крюком таким ездим. Туда дальше вот тоже есть. Стряли что ли? Которые свободно вот ходят, остальные кони закрытые стоят. Вот они чухнули, что хозяин приехал. Причем не один тоже чухнули, что уже не видели, что гости есть. И ждут, когда же откроют им двери. Тут вот конь, жеребец, его зовут Лаврик, Лаврентий. Тоже, видите, своеобразный конь. У него масть практически почти вороная, хотя вот эта порода, она больше или соврасы вот такие, или мышастой породы. Вернее, мышастого окраса бывают. Они вот любят, что вот они вот сейчас нашли на машине. Вот мы ехали по дороге, да, которую дорогу посыпают солью всегда. Вот у них не хватает соли, и они это так вот лижут машину. Ты едешь и все, а лижут бывает. Ласточка, отойди-ка, подростка. А я их учу, чтобы так вот они, чтобы на колени тоже вставали. Ну, наверное, не встанет, я уж не буду. Уши у них, вот, уши. Очень это чуткие, и обоняние чуткое. Они и запах различают, и слышат очень далеко. Ну ладно, пошел кормить. А ничего, вот есть 3 головы. Ты за мной отслеживаешь меня, стараешься.
Если что ты. Вот тут, смотрите, идите. Как они ждут, снимайте. Правда, бардак тут. Вон, снимай, вон, видишь, они как ждут тебя. А ты сейчас меня тут на весь Союз опозоришь, блин. Скажут, такой бардак в конюшне. Даже сено не едят, видишь, они тоже фотографироваться хотят. И тот пришел, главное. Это у сына у меня что-то проснулось. Я уже, видимо, это все чувства это любви к коням у меня были уже где-то забиты, загнаны. А вот у среднего сына он больше в деда, что ли, получился у меня. Или вот отголоски деда ли в нем отразились больше. Я помню, дед безрукий был, фронтовик, да. Он все ходил по администрации, просил, чтобы ему разрешили лошадь держать. А ему не разрешали. Мотоцикл ему не давали покупать, потому что у него одна такая рука была. А лошадь пошел, вот ходил, и меня что-то брал все с собой. Лошадь тоже не дали ему держать. Он очень любил лошадей. Одной рукой бывало запряжет так, лошадь не распряжется ничего. Четко так все делал. И сани делал, и все сам, и сбрую. Послушай, вот этот хруст, очень тоже как бы этот вот, просто как лошадь хрустит, сено ест. Прислушайся, вот как ты, что-то вот такое есть. Так никто больше не хрустит. Иногда лошади снятся, да, но чаще с детства лошади снятся. Почему не свои? У меня в детстве тоже лошадка была, Звездочка звали. Такая белая была. Самая быстрая была лошадь в деревне. Прямо никому не поддавалась. Первая всегда прибежит. Тоже. Сахар возьмешь. Сахар, ведь они очень сахар сладкий любят. Сейчас она кормит, малыш. А помнишь, я тебе когда-то это просил было, чтобы ты мне это, как тебе сказать-то, фотографии мои с барсуком и с птичкой, чтобы ты куда-то в интернете их закинул. А ну у тебя-то ведь они где-то остались, наверное? А посмотришь? Хоть не знаю, почему-то вот люди ведь особо, не знаю тоже, как тебе сказать, ну, дядя уж говорил, да, сейчас уже не знает, повторится или не повторится. Ну, Оксана, рассказывай хоть ты городские новости, что в городе нового. Сейчас вся Москва узнает, слушай. Всем-то не говори ты, Маша.
Вся Москва узнает, вся приедет сюда. Если вы захотите, значит вы тут останетесь, можете картошки много, тихонько печь столько, сколько хотите. Первую тебе дам попробовать. Так как ты из Шалоболкина родом. Ой, Маша, Маша, вот ты так мне мешаешь. Когда так фотографируешь, специально, вот видишь, картофель-то прилипать начинает. Так я не хотела. Ну все, нет. Домой. Ты действуй. Хочу действовать. Они уйдут ведь, если... Ой, тут уже была. Точно. Все, уже там нету никого. У каждого свой голос, да? По-своему каждый просит. Кусочки сала нарежу, картофель накрошу, значит, потом на плиту ставлю, это все кипит, вскипит, значит, я туда рожков положу, и все. Ну, бывает, там курятина какая-то останется, или что-то, и курятину ложу. Ой, ты вечно голодный. То стой, ты меня-то свалишь. Ну. Тихо, 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 тихо. Ой, бедный. Вот столько железа собрал вокруг себя. Все что-то хотелось сделать, хотелось, значит, переделать. Но чувствую уже это железо не успеть ничего сделать. Ну что, меня снимаешь, что ли, где-то? Лифт.